Здравствуйте, уважаемые учащиеся 10 классов. Сегодня мы с вами будем писать СОР по казахскому языку по разделам ұлттық экологиялық мәдениет и мұхит тіршілік мекені. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздер сіздермен бөлімді жиынтық бағалау жұмысын жасаймыз. Ұлттық экологиялық мәдениет және мұхит тіршілік мекені деген тақырыптар бойынша. Сонымен бүгінгі бөлімді жиынтық бағалауымыздың басты мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен балансын анықтау. Итак, главной целью сегодняшнего СОРа является определить факты из текста, что есть факт, а что есть личное, то есть мнение. Вы должны определить с текста и связать это, то есть и найти это все в тексте. Екінші, шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен ашықтау амалдарды тиімді қолданып жазу. Второе, вы должны уметь писать в тексте, использовать в тексте художественные обороты, элементы художественной литературы, ну, к примеру, пословицы, поговорки, фразеологизмы. Итак, это цель нашего сегодняшнего СОР. Итак, давайте приступим к заданиям. После того, как вы прочитали обзор урока, вы нажимаете вперед, и вам дается текст задания. Мәтінді оқы, мәтіннен екі негізгі және қосымша ақпаратты анықтап жазыңыз. Прочитайте текст и определите два основных и два дополнительные информации с этого текста. Ну, то есть две основные и две косвенные информации. Да? По дескриптору вам дается максимально 4 балла за выполнение этого задания. То есть, если вы нашли основную идею, две основных идеи, то вы получаете 2 балла. Если вы находите две второстепенные идеи, то тоже получаете 2 балла. В итоге 4 балла. Это первое задание. Далее, второе задание. Во втором задании вы должны определить предложение, которое точно показывает идею этого текста. Вы должны выбрать определенное предложение. Дальше критерии оценивания. То есть за выполнение этого задания вам дается 1 балл. Итого уже 5 баллов. Да? Идем дальше. Третье задание. Здесь вы должны сопоставить факты. Да? Что такое факт, а что такое, к примеру, доводы, да? От первого лица, то есть от личности, когда делают доводы, да, на определенную тему, который из них довод, а который из них факт. Вы должны определить, то есть сопоставить таким образом. Далее, за выполнение этого задания вам дается 2 балла. Далее, четвертое задание. Здесь вы должны написать небольшое произведение, сочинение, скажем, состоящее из 50 либо 70 слов, минимум 50, максимум 70, на тему мұхиттардың ластануы адамзат үшін қауіпті. Загрязнение океанов – это очень вредно для человека, очень опасно для человека. Да? На эту тему здесь вы должны напечатать, то есть ваше произведение, ваше сочинение. И как мы здесь оцениваем ваше произведение, да, ваше сочинение. Итак, если вы раскрываете тему, вам дается 1 балл. Тему я вам сказал уже какую. Второе, если вы используете художественные обороты, либо вы используете в своем сочинении фразеологизмы, если вы используете пословицы, поговорки, то вам добавляется 2 балла. И если вы именно соблюдаете лимит слов, да, который вам дается 50-70 слов, не меньше, не больше, то вам еще добавляется 1 балл. В итоге максимум здесь 4 балла. Итак, 4 балла. Здесь у нас 2 это 6. Здесь у нас 1 это 7. И здесь у нас 4 это
у нас 11 баллов. Итак, итогу у нас получается 11 баллов за задание суммативного оценивания раздела. Желаю всем удачи. Пожалуйста, выполняйте все в срок на именно платформе онлайн-мектеп. Я сразу буду выставлять ваши оценки, естественно, в электронный журнал. Всем удачи!